В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». И я, ее ведущая Елена Лолуа. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджимба 3 февраля подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам местного государственного управления и местного самоуправления. По нему главы администрации городов и районов будут назначаться президентом по согласованию с собранием района. В чем новизна закона и суть реформы местного самоуправления? Почему власти отказались проводить выборы глав местных органов власти? На эти и другие вопросы ответит гость в студии. А пока давайте вспомним, что важного произошло на уходящей неделе. 2 февраля президент Рауль Хаджимба встретился с представителями абхазских СМИ. Журналисты, в частности, спрашивали президента об экономическом положении в стране, об изменениях в закон о налоге на добавленную стоимость, о развитии сельского хозяйства, оптимизации численности штатов органов государственной власти и управления, работе правительства, конституционной реформе, выстраивании диалога власти и оппозиции, приватизации жилья иностранными гражданами, о предстоящих выборах в органы местного самоуправления. Во вторник в кабинете министров прошло первое рабочее заседание Государственной комиссии по монументальному искусству. В него вошли скульпторы, архитекторы, искусствоведы и представители общественности. Комиссия будет рассматривать и давать свое окончательное заключение по проектам о сооружении памятников и монументов, давать рекомендации по реставрационным работам и по включению художественных объектов в Государственный реестр объектов культурного наследия. Государственная комиссия в 2016 году должна приступить к работе по созданию памятника первому президенту Абхазии Владиславу Арценбу. Выборы в органы местного самоуправления в Галском районе переносятся на 1 год и пройдут 12 февраля 2017 года. Такое решение принял парламент на очередном заседании сессии. Продление срока полномочий органов местного самоуправления в Галском районе необходимо для того, чтобы за это время решить вопросы по замене паспортов. В остальных районах Абхазии выборы в органы местного самоуправления должны состояться 3 апреля 2016 года. Верное отключение недостаточно для восстановления уровня воды в Джварском водохранилище Ингургэс. Чтобы выйти из этой ситуации, нужно сократить потребление электроэнергии в 2,5 раза. Уровень воды на плотине близок к критическому. Об этом заявил на заседании парламента генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария. Он проинформировал депутатов о том, что ведутся переговоры с российской стороной о предоставлении Абхазии 140 мегаватт электроэнергии в зимний период, которая будет компенсирована летом. Личный состав МВД контролирует криминогенную ситуацию в Абхазии, сказал министр внутренних дел республики Леонид Запшпа на пресс-конференции в среду. Об успешной работе милиции, сказал он, свидетельствует тот факт, что в новогодние праздники с 31 декабря по 11 января в стране не было ни одного происшествия. По его словам, уже в ближайшее время в сельской местности появятся патрульные наряды. Министр пообещал в ближайшее время назвать имена и фамилии тех, кто замешан в двойном убийстве граждан Агарба и Инапха в центре Сухума, совершенном 12 ноября 2015 года. На вопрос о том, какие приняты меры после бунта в Дранском следственном изоляторе, Дзяпшпа ответил, что все зачинщики известны, в их личных делах сделаны соответствующие отметки, и выйти на свободу по УДО в будущем они не смогут. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии отказала в удовлетворении жалобы адвоката гендиректора Южной строительной компании Вадима Матуа. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Жалоба была подана на постановление Сухумского городского суда о признании законным и обоснованным возбуждении уголовного дела Генпрокуратуры в отношении Матуа, главного инженера компании Анатолия Кожакова и директора планово-технического отдела Дмитрия Лапина. Они обвиняются в некачественном проведении работ при строительстве детского сада в Гудауте. Получению вновь назначаемых российских пенсий посвящалось заседание Кабинета министров, которое провел первый вице-премьер Шамиль Адзанбе. В России изменились механизмы выплаты и оформления пенсий. Полный перечень необходимых для оформления российской пенсии документов представляет представительство Российского пенсионного фонда в Абхазии. На совещании был поднят вопрос незаконного получения денежных средств умерших пенсионеров их родственниками. Известно о 9 таких фактах. Это уголовно наказуемое деяние, отмечалось на совещании. Президент Рауль Хаджимба подтвердил намерение абхазской стороны продолжать участие в женевских дискуссиях. 4 февраля он принял специального представителя ООН на женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье Анты Торунена.
который приехал в Абхазию для выработки новых и эффективных механизмов работы в рамках Женевского диалога. Рауль Хаджимба высказал ряд критических замечаний к работе Женевского формата и призвал международное сообщество не увязывать гуманитарные вопросы с политикой. Политическая и социально-экономическая ситуация в стране критическая. Об этом говорили лидеры блока оппозиционных сил Аслан Бжаня, Алхаз Крицыня и Ирина Агрба на встрече с молодежью в Сухуми в четверг. По их мнению, выход из ситуации в проведении схода и референдума, где будет поставлен вопрос о доверии к власти. Капитальный ремонт Гудаутской районной больницы 1973 года постройки завершен. Еще предстоит оснастить больницу необходимым оборудованием. Тем не менее, это медицинское учреждение готово принимать пациентов. Строительно-восстановительные работы длились 4 года. Восстановлен участок республиканской трассы в районе села Верхняя Шира Сухумского района. Работу проводила госкомпания «Апснаргылара». Поврежденный участок трассы будет введен в эксплуатацию через несколько дней после укладки асфальта. Всего на восстановление было затрачено 22 миллиона рублей. Напомним, летом прошлого года произошел обвал дороги в результате сильного дождя. Паспортизация населения Абхазии начнется в ближайшее время. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства Шамиль Адзенбов. На пресс-конференции он продемонстрировал журналистам готовые образцы паспорта и вида на жительство. В течение 2 недель будет запущен пилотный проект. По словам первого вице-премьера, выдачей новых документов с высокой степенью защиты займутся 13 паспортных столов и ОВИР. Все они будут объединены в единую систему. Оборудование для электронного учета уже подготовлено. Новый общегражданский паспорт, как и нынешний, зеленого цвета. И обойдется он гражданам в 420 рублей. За вид на жительство надо будет заплатить 920 рублей. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. А сейчас поговорим о законе, который устанавливает новый порядок назначения глав местных администраций. Гость нашей студии сегодня – первый заместитель руководителя администрации президента, представитель главы государства в парламенте Дмитрий Шамба. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Здравствуйте. Определенная часть общества считает, что система назначенцев сверху малоэффективна и выступают за выборность глав администрации городов и районов. Об этом говорилось не раз и в ходе предвыборной кампании, и после. Почему власти отказались проводить выборы глав администрации городов и районов? Не является ли это усилением вертикали власти? И вообще в чем, собственно, усиление роли органов местного самоуправления, о чем не раз говорилось? Выборность глав городов и районов не является абсолютным залогом эффективности местной власти. И эти же вопросы, конечно же, были рассмотрены при разработке конституционной поправки, касающейся местного самоуправления, и в дальнейшем уже при разработке пакета законопроектов о внесении изменений в действующее законодательство, посвященное местному самоуправлению и выборы в органы местного самоуправления. Как известно, при создании комиссии по конституционной реформе президент определил и сама комиссия определили 3 этапа реформы. Это первый этап реформы избирательной системы, второй этап изменения касающийся местного самоуправления и третий этап изменения баланса полномочий исполнительной и законодательной ветвей власти. Однако в связи с приближающимися выборами в органы местного самоуправления второй этап вышел на первое место, именно касающийся реформы местного самоуправления. И 29 января была принята конституционная поправка, касающаяся местного самоуправления, которая предусматривает, что президент назначает глав исполнительной власти городов и районов в порядке, установленном законом. И в развитии этой нормы был принят соответствующий закон. И по этому закону впервые в нашей послевоенной истории президент уже не самостоятельно будет назначать глав администрации городов и районов, а это будет делать по согласованию с местным собранием. До принятия данной конституционной нормы и закона президент в соответствии с Конституцией в редакции 1994 года и законом о местном самоуправлении в редакции 1997 года самостоятельно мог назначить главу администрации города, района. Была норма, которая предусматривала, что президент назначает главу района из состава органа местного самоуправления. То есть он мог любого своего политического сторонника, который является депутатом органа местного самоуправления, назначить главой администрации города, района. Если же в собрании города, района не находился депутат
которого президент хотел бы назначить главой района или города, он мог на неограниченный срок назначить исполняющего обязанности, и уже исполняющий обязанности главы администрации по прошествии определенного времени доизбирался в данное собрание, и президент его назначал главой администрации без приставки исполняющей обязанности. Фактически, избирая главу района в качестве депутата собрания, жители только лишь одного избирательного округа участвовали в его избрании. А сегодня же мы говорим о том, что в законе это закреплено, что жители через своих представителей, через депутатов органов местного самоуправления участвуют в назначении главы администрации. Если же президент представляет кандидатуру, и данная кандидатура не получает поддержки депутатов собрания, президент имеет право повторно в течение месяца внести данную кандидатуру, либо новую кандидатуру. Если же собрание повторно отказывает президенту в назначении кандидатуры главы администрации, то президент уже обязан будет представить новую кандидатуру. Это будет продолжаться до тех пор, пока президент не достигнет компромисса с собранием. При каких условиях президент может распустить собрание? При том, что если собрание отказывает президенту в даче согласия на назначение главы администрации города, района, президент лишен права распускать собрание. В отличие от других стран, где, к примеру, возьмем Российскую Федерацию, Государственная Дума дает согласие президенту на назначение председателя правительства. Вот если президент предлагает трижды кандидатуры премьера и Госдума отказывает ему, то президент вправе распустить Госдуму и назначит председателя правительства. В нашем же случае, не то, что мы не говорим даже о парламенте, о местном собрании, президент не вправе на этом основании распустить собрание. То есть с этой стороны собрание защищено. Более того, закон предусматривает еще ограничение полномочий президента. До принятия этого закона действовала норма, что президент вправе отменять решения собрания, которые противоречат законам, указам президента и постановлениям правительства. И вот отменив два решения собрания, в том числе, которые могут по форме противоречить вышестоящим правовым актам, у президента появлялось основание распустить любое собрание, любой орган местного самоуправления. Мы эту норму исключили и тем самым лишили президента возможности по этим основаниям распускать собрание. И в связи с тем, что президент должен будет получить согласие собрания, он ограничивает этим законом мы ограничили полномочия президента, и пока он не достигнет компромисса с депутатами собрания, глава администрации города, района не может быть назначен. В законе заложен механизм досрочного прекращения полномочий глав администрации городов и районов, то есть когда депутаты собрания могут объявить недоверие главе города или района и поставить этот вопрос перед президентом. Как эта норма будет работать на практике? Не получится ли так, что она останется на бумаге? До сегодняшнего дня действовала норма, что органы местного самоуправления, депутаты имели право выражать недоверие главе администрации. При этом окончательное решение вопроса оставалось за президентом. И по факту в рамках старой редакции закона собрание могло сколько угодно количество раз выражать недоверие, и президент мог не реагировать на эти решения, на выражение вотума недоверия, и глава администрации продолжал дальше работать, если даже такие случаи имели место. А сегодня, в соответствии с принятыми поправками к закону, если собрание выражает недоверие главе администрации, президент имеет право либо отправить главу администрации в отставку, либо не согласиться с решением собрания. Если же собрание повторно в течение года выражает недоверие главе администрации, то президент уже будет вынужден реагировать на это решение собрания. Он будет вынужден либо освободить главу администрации от занимаемой должности и представить собранию новую кандидатуру, либо распустить собрание. Когда мы говорим либо распустить собрание, сразу возникает вопрос, не ограничиваются ли здесь права органов местного самоуправления и не будет ли это полномочия президента висеть как дамоклов меч над собранием. Но что происходит, если президент распускает собрание, в связи с тем, что он решил сохранить главу администрации города, района, после того, когда будут проведены новые выборы и сформировано новое собрание, глава города, района
ради которого президент пошел на распуск собрания, также утрачивает свои полномочия, и перед вновь избранным собранием возникает необходимость заново согласовать кандидатуру главы администрации. То есть и этот же глава, ради которого было распущено собрание, также его полномочия прекращаются, необходимо будет заново проходить процедуру переназначения. Когда в комиссии обсуждался вопрос реформирования системы органов местного самоуправления, не возникало ли такое желание в качестве эксперимента попробовать провести выборы мэра, допустим, в городе Сухум, посмотреть, какие кандидаты будут выдвинуты, как пройдут выборы, проследить, как будут меняться социально-экономические показатели города? Были различные предложения, в том числе проведение выборов мэра столицы, либо проведение выборов, как недавно озвучивал один из журналистов, в городе Сухум и в Гагарском районе, либо проведение выборов по всей стране. Эти вопросы тоже были рассмотрены в комиссии. Но почему они были не поддержаны? Во-первых, проводить эксперименты в таких важных вопросах, как выборы, комиссия не рекомендовала, в том числе в отдельно взятой территориальной единице, потому что мы выступаем за единообразные способы формирования местной власти. Нельзя в одной районе Абхазии назначать главу администрации, а в другом районе выбирать, потому что граждане Абхазии обладают равным объемом прав, в том числе избирательных прав, и в зависимости от того, ты проживаешь в Сухуме, либо ты проживаешь в Гудауте или в Ачимчире, ты должен иметь равный объем, в том числе избирательных прав. То есть должна быть единообразная система формирования местной власти. А более того, почему комиссия отвергла данные предложения, учитывая в соответствии с Конституцией форму управления Абхазии, форму государственного устройства, что Абхазия является унитарной страной и президентской республикой, то выборы глав и городов и районов без изменения формы правления и без изменения формы государственного устройства невозможно. А те примеры, которые нам приводят сторонники выборности мэров и приводят нам другие зарубежные страны, где тоже форма правления, форма государственного устройства является унитарное государство, они забывают обратить внимание на то, что там трехуровневая система власти. Центральная, региональная и местная. В Абхазии же двухуровневая система власти, это республиканский уровень и районный уровень. А районный уровень и главы городов и районов, они у нас относятся по Конституции не к местному самоуправлению, а к местному госуправлению, то есть к исполнительной власти, которую возглавляет президент. В обществе уже давно есть запрос на то, чтобы главы городов и районов были не политиками, а прежде всего управленцами и эффективными менеджерами. Вот все мы наблюдали многие годы, как главы городов и районов, заручившись поддержкой президента, могли не нести никакой ответственности, к примеру, за свою провальную работу. Как депутаты собрания могут влиять на деятельность глав городов и районов? Вот как они могут контролировать их работу? Вы совершенно верно отметили, что в обществе есть запрос, чтобы главы городов и районов были больше хозяйственники, чем политики. Если же мы перейдем к системе выборности мэров, то, конечно же, эти должности будут занимать политики, а не хозяйственники, потому что если это выборы, это политические процессы, а если запрос есть на эффективного менеджера, на эффективного хозяйственника, то он должен решать больше местные проблемы, местные вопросы, а не заниматься предвыборной кампанией и политическими акциями. Если работа главы района, города будет провальна с точки зрения жителей, с точки зрения местных органов самоуправления, то есть механизм прекращения его полномочий, о котором мы говорили выше, это через вынесение ему вотума недоверия. И он также будет обязан по принятому закону ориентироваться на интересы и оценку жителей, на оценку его работы со стороны органов местного самоуправления. В законе введена норма депутатского запроса, да? Да, это тоже новый институт, который введен данными поправками в законодательство. Раньше депутат органов местного самоуправления не обладал правом на депутатский запрос.
любое его обращение к главе района, либо к другим должностным лицам местной администрации рассматривались как обычные заявления граждан. Сегодня же... То есть на это заявление могли отреагировать, могли не отреагировать? Другой срок был ответа на это заявление и другой объем предоставляемой информации. Сегодня же мы, наделяя депутатов органов местного самоуправления по аналогии с депутатами парламента правом на депутатский запрос, обязываем чиновников местной администрации в установленный срок предоставлять весь объем информации, который запрашивается депутатом в соответствии с его депутатской деятельностью. Также для усиления качества работы органов местного самоуправления была внесена такая норма о досрочном прекращении полномочий депутата собрания, что если депутат собрания не принимает участие в 3 и более заседаниях собрания, его полномочия досрочно прекращаются. То есть повышается ответственность самих депутатов перед своими коллегами, перед избирателями своими. На какое время президент может назначить исполняющим обязанности главу города или района? Президент только лишь на тот период, пока идет согласование с районным собранием кандидатуры, потому что на каждый этап отводится по 30 дней. Когда кандидатура вносится президентом, собрание рассматривает срок, не превышающий 30 дней. Если кандидатура отклонена, президент также в 30-дневный срок должен рассмотреть и предложить либо данную кандидатуру, либо новую кандидатуру. И вот на этот период, с тем, чтобы не оставлять руководство города, района без главы, а на этот период президент вправе назначать исполняющие обязанности. Потому что мы все помним, как президент мог назначить, да, исполняющим обязанности и на такой неограниченный период времени, срок. Да. Ситуация продолжалась годами, когда исполняющий обязанности обладал таким же объемом, как и глава района, и оставался с приставкой ИО в течение нескольких лет. В каком порядке будут назначаться главы администрации сел и поселков? Есть ли принципиальная разница от назначения глав городов? Ту модель, которая используется при назначении главы администрации города, района, мы также перенесли и на сельский уровень. Если ранее глава района назначал самостоятельно главу администрации села, и глава администрации села одновременно еще являлся и председателем собрания села, то мы на конституционном уровне разделили орган местного самоуправления сельский и орган местного госуправления на сельском уровне. Потому что по ранее действующему законодательству у нас происходило смещение, переплетение функций местного самоуправления и местного госуправления. Сегодня же по вступившему в силу новому закону, который будет действовать уже после проведения выборов в органы местного самоуправления 3 апреля 2016 года, глава района обязан будет, перед тем, как назначить главу администрации села, данную кандидатуру согласовать с собранием села. И также депутаты сельского собрания участвуют в назначении главы администрации. То есть как ограничен президент при назначении глав городов и районов, также главы районов ограничены при назначении глав сельских собраний. Также собрание села наделяется полномочиями по выражению вотума недоверия главе администрации села. Если сельское собрание в течение года дважды выражает недоверие главе администрации села, глава администрации района обязан будет отправить данного главу села в отставку. При этом глава района не наделяется полномочиями по распуску сельского собрания. По каким направлениям еще усиливается роль местных органов самоуправления? С 1 января 2015 года вступил в силу новый закон о бюджетном устройстве. Это не данными поправки, а ранее было введено, где усилены полномочия органов местного самоуправления в бюджетной сфере. То есть сегодня местные бюджеты формируются администрацией города, района и утверждаются собраниями. И полный контроль за исполнением местного бюджета несет собрание. Впредь республиканские органы власти не участвуют в формировании и утверждении местного бюджета. Если раньше местные бюджеты являлись составной частью государственного бюджета, и они
проекты местных бюджетов рассматривались на заседании правительства, одобрялись президентом и представлялись на рассмотрение парламента. А сегодня местные собрания самостоятельно утверждают местные бюджеты. Только лишь они в рамках общих параметров госбюджета утверждаются в форме закона. Республиканская власть осуществляет контроль за исполнением местных бюджетов только лишь в части тех дотаций, которые передаются из республиканского бюджета в местный бюджет. В остальном же, в части, касающейся своих собственных доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления осуществляют самостоятельный контроль. В рамках конституционных реформ недавно в парламенте было принято решение о переносе на год выборов в органы местного самоуправления в Гальском районе. Для чего это было сделано, расскажите. Как известно, выборы в органы местного самоуправления были перенесены по всей стране. В декабре 2014 года был принят закон о продлении на 1 год срока полномочий органов местного самоуправления. При принятии закона о продлении срока полномочий органов местного самоуправления в декабре 2014 года это обуславливалось необходимостью решения 4 задач, а именно внесения изменений в Конституцию, касающихся органов местного самоуправления, внесение изменений в закон об управлении в территориальных единицах, изменение порядка выбора в органы местного самоуправления. И 4-я задача – принятие Кабинета министров мер, необходимых для введения нового бланка паспорта, отвечающего международным степеням защиты. Из поставленных при принятии закона 4 задач полностью удалось решить 3 задачи. Это внесение конституционных изменений, а также изменение законодательства. 4-я задача по замене бланка национального паспорта была решена частично, не полностью. В связи с этим... По этому вопросу в парламенте развернулись дебаты. Да, именно поэтому отпали правовые препятствия для проведения выборов в органы местного самоуправления в других районах Абхазии, за исключением Гальского района. В связи с этим президент предложил на рассмотрение парламента закон о продлении на 1 год срока полномочий депутатов органов местного самоуправления только в Гальском районе. Выборы в органы местного самоуправления в других районах Абхазии пройдут 3 апреля 2016 года. Выборы же в органы местного самоуправления в Гальском районе будут проведены 12 февраля 2017 года. К этому времени Кабинетом министров должна будет решена 4-я задача именно по введению нового бланка паспорта. По паспортизации населения Гальского района. Все 20 лет действия Конституции Республики Абхазия действовала мажоритарная избирательная система. Комиссия по конституционной реформе при президенте, которая была создана год назад, она разработала предложения и вынесла в парламент эти предложения о увеличении количества депутатов Народного собрания от 35 до 45 депутатов. Да? Это нужно было для того, чтобы перейти от мажоритарной системы к смешанной системе. Вот как авторы говорят, что смешанная система стимулирует развитие партии, но в парламенте эта поправка не прошла. То есть, получается, депутаты проголосовали против реформы избирательной системы. Почему такое произошло? Говоря о реформе избирательной системы, хотел бы коснуться вопроса изменения, которые были также недавно приняты в закон о выборах в органы местного самоуправления, и потом перейду к ответу на ваш вопрос. Также мы внесли изменения в закон о выборах в органы местного самоуправления, касающиеся избирательных цензов. То есть ранее депутатом органа местного самоуправления мог быть избран гражданин Республики Абхазия, достигший 18-летнего возраста. А сегодня же по принятым изменениям депутатом органов местного самоуправления может быть избран гражданин, достигший 25-летнего возраста. То есть в собрании будут избраны более опытные граждане, которые что не получают высшее образование, обладают каким-то практическим и жизненным опытом. Это также косвенно скажется на улучшении качества работы местных собраний. И также нововведение касается того, что были установлены новые цензы, которых ранее не было, о том, что не могут избираться в органы местного самоуправления граждане, которые имеют судимость за совершенные преступления, а также граждане, которые состоят на наркологическом либо
учете больные наркоманией, либо они состоят на учете в психоневрологическом диспансере. Говоря об изменении избирательной системы, да, на самом деле комиссия при президенте предложила на рассмотрение парламента проект конституционной поправки, касающийся создания конституционно-правовой основы для перехода от мажоритарной избирательной системы к смешанной, когда часть депутатского корпуса будет избираться по мажоритарным округам, часть по пропорциональной системе. В связи с этим возникла необходимость увеличения депутатского корпуса с нынешних 35 депутатов до 45. При рассмотрении в июле 2015 года данной конституционной поправки в парламенте она не получила квалифицированной поддержки депутатов. Часть депутатов отсутствовала на заседании по объективным причинам на заседании парламента. Другая часть, которая не поддержала, не аргументировала, в связи с чем не поддерживает данные конституционные изменения. Только лишь был выдвинут тезис о том, что нецелесообразно увеличивать состав депутатов с 35 до 45 депутатов, так как это вызовет необходимость дополнительных расходов государственных средств. Но сейчас некоторые ставят вопрос об увеличении до 55 депутатов. При этом же те же депутаты, которые высказались против увеличения количества депутатов с 35 до 45, спустя 2 месяца поддержали проект конституционной поправки, который уже инициировал не президент, а группа депутатов, и которая предусматривает увеличение депутатского корпуса до 55 депутатов, что, конечно же, является странным, когда ты отказываешься увеличивать состав до 45, мотивируя это необходимостью экономии бюджетных средств. И потом же ты поддерживаешь идеи об увеличении до 55. Именно поэтому в своем послании к Народному собранию президент отметил, что он также продолжает поддерживать идею перехода на смешанную избирательную систему, но предложил парламенту еще раз обсудить вопрос и рассмотреть вопрос об увеличении количественных параметров парламента. Потому что в обществе, на самом деле, мы считаем объективные возражения по поводу увеличения с нынешних 35 до 55 депутатов парламента. То есть получается, что, возможно, выборы депутатов парламента мы можем уже провести по новой избирательной системе, да? Успеем? Этот вопрос еще не снят с повестки дня. Мы продолжаем работу по изменению избирательной системы. И есть высокая вероятность, что к выборам депутатов, которые очередные выборы пройдут в марте 2017 года, мы успеем принять в том числе и конституционные изменения, касающиеся избирательной системы. Вы уже выше упоминали о том, что когда была сформирована комиссия по конституционной реформе при президенте, президент поставил задачу работать в 3 основных направлениях. Это реформа избирательной системы, мы уже поговорили об этом. Это реформа органов местного самоуправления, тоже поговорили об этом. И 3 направление – это перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Какая работа ведется в этом направлении, в 3 направлении? Да, 3-й этап конституционной реформы. Работа сейчас ведется в рамках рабочей группы, которую возглавляет председатель парламентского комитета по правовой политике и госстроительству Валерий Агарба. Основная сейчас работа ведется по направлению формирования, новому порядку формирования правительства. Рассматриваются различные варианты, в том числе, чтобы правительство было ответственно как перед президентом сегодня, так и перед Народным собранием, чтобы парламент участвовал в формировании правительства, в назначении кандидатуры премьер-министра. И тогда уже также рассматривается вопрос о том, чтобы наделить парламент правом обязательно вотума недоверия правительству, потому что по сегодня действующей редакции парламент не вправе выразить вотум недоверия всему правительству, может выразить только отдельному члену Кабинета министров, и окончательное решение остается за президентом. Парламент может несколько раз выражать недоверие отдельным членам Кабинета министров, президент может не отправлять их в отставку. И с тем, чтобы усилить роль и полномочия парламента в этой сфере, в сфере контроля за деятельностью правительства, рабочая группа прорабатывает сейчас различные варианты, которые будут рассмотрены уже на заседании комиссии по конституционной реформе. Дмитрий Михайлович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы.
Спасибо за предоставленную возможность. Всего доброго. До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии был первый заместитель руководителя администрации президента, представитель главы государства в парламенте Дмитрий Шамба. Мы продолжаем выпуск. Сегодня исполнилось бы 59 лет герою Абхазии Салыбею Аки Арзынба. Он был активным участником Народного форума Абхазии, участвовал в наступательных операциях на Сухум, был командиром 2-го батальона 2-й бригады. Ака Арзынба был убит в Москве 3 февраля 2003 года. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Увидимся на следующей неделе в это же самое время. До свидания.